Здравствуйте, уважаемые телезрители. Несколько дней назад поисковые отряды Мордовии, «Живая память», «Сурский рубеж», поисковый отряд Краснослободского района, потом другие представители общественных организаций и предприятий занимались уборкой этого территории. Это Ключеровский овраг у ручья Эрефлей или Богоявленский родник по-другому на юго-западе Саранской республики Мордовия. Здесь мы видим очищенную территорию, на которой раз, два, три, четыре, пять мест огражденных расстрельных ям. Там еще есть два места. На территории этого оврага на расстоянии километров в 2004 году, 2005 прошерстили поисковики, больше нет мест массового захоронения гарантированно здесь. Все общественные группы официальные Республики Мордовия признали, что именно здесь находится захоронение репрессированных. И МВД, и прокуратура, и Русская Православная Церковь, и поисковое движение, и историческое сообщество. То есть здесь гарантированно находится невинно репрессированные в конце 30-х годов, видимо, большинство. И в конце августа, сейчас начало августа, а в конце еще будет новый поход сюда поисковых отрядов, и, возможно, уже начнется замена вот этих красивых деревянных ограждений на металлические. Мы этого дождемся. Сейчас я хочу порадовать нас всех, что в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел ветеран труда, проработавший 21 год в гражданской сфере, 18 лет в системе органов внутренних дел, ушедший в отставку в должности начальника отдела капитального строительства УВД Ненецкого автономного округа Дмитрий Анатольевич Тресвятский. Дмитрий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, о себе, вашу биографию, как вы пришли в органы внутренних дел. Родился я в Мордовии, село Курмачкаса Рамадановского района. Потом переехали в Рузаевку в 70-м году. В 72-м году окончил школу. В 73-м ушел в армию, в 75-м пришел из армии, поступил работать на полупроводниковый завод и одновременно поступил на вечернее отделение в Мордовский госуниверситет имени Огарева на строительный факультет, который закончил в 81 году. Во время учебы работал на полупроводниковом, потом на заводе «Висмут» начинал строиться в Рузаевке, потом перешел на работу в Трест Мордовстрой. Вступил еще на заводе «Висмут» в партию, и потом из Трест Мордовстроя вызвали меня и начальника управления Трест Мордовстрой и уговорили, так скажем, что в железнодорожную милицию нужен специалист с образованием для обслуживания строительных организаций и железной дороги, в должности работника АБХС. Там проработал 6 лет, потом перешел... Отдел по борьбе с хищением социалистической собственности. Да. Потом перевели в горком. В 88 году проработал, в 89 году партия уже рушиться начала. И предложили самим найти, или сами найдите работу, или, как говорится, мы предложим вам куда-то. В то время брат служил в Калуге, в ПВО, и тоже у них кольцо, их ПВО разрушилось, Московское кольцо. Перевели его в Заполярье, поселок Амдерма, около Новой Земли, где полигон. С ним созвонились, у них там должность тоже АБХСника освободилась. И туда поступила работать в этот поселок Амдерма. Во время перестройки все рушилось. Решили с начальником МВД, составил я смету отремонтировать поселковый отдел милиции. Отремонтировав этот поселковый отдел милиции за счет средств
Ненецкого автономного округа. Вот. На открытие приехал начальник УВД, посмотрел, сказал, что поселковый отдел милиции лучше, чем у него УВД. Предложил работать туда помощником начальника УВД по тылу. Проработав помощником в 93 году, перевелся в Наринмар, Ненецкий автономный округ, в столицу Ненецкого автономного округа. Там, проработав год в должности, подняв с нуля тыловую службу, начальник управления капитального строительства МВД России Турнов Бронислав Алексеевич предложил мне организовать ОКСУ в Ненецком автономном округе. Отдел капитального строительства. Отдел капитального строительства. Там я его возглавил, отдел капитального строительства, с нуля создал, построил, отремонтировал УВД, построил гаражи, четырехэтажный дом построил. Ну, и в 97 году... А это не вечная мерзлота? Вечная мерзлота, сваи забитые на определенную глубину до вечной мерзлоты. Вот. И сдав этот дом, где дети подросли, надо в школу, и потому переехал, ушел на пенсию, переехал в Мордовию. Тут работал в земельном комитете, потом в воинской части Пайгарме. Вот. Вот так. Потом вот уж 61-го, потом спецприемники УФМС, комендантом, и, как говорится, ушел в 61 году совсем. То есть с работы в данный момент помогаю старшей дочери. Но не в 61 году вышли, а вам 61 Когда год. мне 61 год исполнился, я имею в виду, уже перестала работать. До Это сколько лет года. назад было? Имеете в виду? Ушли вот с работы? 3 года назад. 3 года назад. А сейчас усатый няня, так называется, работает. Внуков, 3 внуков. помогаю дочери Счастливый растить. человек. Вот. Вот. И как вы... А, Да. ну, когда строили в Наринмаре гаражи на территории УВД. Не спрашивали, можно строить на этих территориях? Нет, Или ну, вы там запросили? были деревянные гаражи, М. принадлежащие УВД. И стали старые постройки ломать, стали делать фундамент под новые. А гаражи. деревянных гаражей фундамента не было, да? Не Ну, сверху? там свайные. Свайные. Свайные Мгм. просто. И тут расширили чуть-чуть территорию, чтобы не по старым. И наткнулись на кость человеческие. Вот. И у меня тут мысль стрельнула. А черепа не прострелены были, не видели? Нет, просто Мгм. больших раскопок не было, просто вот кости Мгм. попались. Одним словом, Это какой год, напомните, пожалуйста? это было в 93-м я перевелся, 94-й год. Мгм. 94-й. Так как у меня дед был священником, его забрали в 37 году, мы не знали его, как говорится, дальнейшей судьбы. Наткнувшись на эти кости, я решил в ФСБ Мордовии, написал письмо. с Вы просьбой- оттуда написали, да? Да, оттуда Мгм. написал, когда приехал. Сначала ответ пришел, что ничего не знаем, ничего не помним. Вот. Ну, приехал когда в отпуск, еще раз через работников ФСБ вышел на руководство ФСБ. И те уже прислали ответы, когда он взят. И именно сегодня у нас как раз 10 августа, и там было сообщено, что 10 августа 1937 года он расстрелян. Место захоронения не указано. В Саранске. Ну, это последующие еще раза два я А, заявку мгм. делал, потом уже сообщили весь путь, где он как задержали, где содержался. Так, это всё. первый был документ. А дальше, Да. как вы, документ оборот у вас происходил? Ну, опять же, писал с определенной, как сказать, Периодичность? периодичностью. То есть тут сообщили, попросил дело посмотреть, посмотрел дело, сколько человек прошло.
кто написал. Где вы дело смотрели? В ФСБ. В каком отделении? Его переслали в Рузаевское отделение, и я там в Рузаевском отделении под их руководством, потому что не записывать ничего нельзя, просто прочитать, запомнить. Как вы, вот вы увидели дело, что, как вы с ним работали, какие у вас мысли были, Ну, первые ощущения? ощущения, так в Сайгушах он служил последнее время, там приехали ломать, закрывать Это церковь, какой район? ломать креста. 37-й, Чамтинский район, Мгм. в Чамтинском районе. Вот, несколько крестьян, и, как говорится, типа не дали ломать в данный период времени, в данный день. Церковь. В церковь, крест снимать, да. У меня сестра у прадеда по материнской линии, ее сослали за то, что она тоже не давала сносить церковь и И вот словами не давала, естественно. председатель сельсовета написал, как заявление в органы. И, как говорится, арестовали деда Пересвятского Александра Петровича, еще 3 священников из соседних деревень, 5 крестьянок из этого села Сайгуши и 2 учительниц. Всего 11 человек проходит по делу. Антикоммунистическое религиозное движение, так им предписали на тот момент. Горжусь я дедом тем, что он вину свою не признал. Его святые слова: родиться я священником быть, священником и вырву. Очень сильный человек был, конечно. Так он достойно ушел из жизни священником. Первый раз его арестовали в 1931 году в Ичалковском районе, где он служил на Камчатке, поселок Камчатка. Там отобрали дом, все имущество. Потом он в другом населенном пункте его стал опять священником. Вот. Простите, пожалуйста, а он родился где? Я прослушал. Село Пузо, Район? тоже Чалковск. Мгм. Вот. Вот в той же Пузе он служил священником. Оттуда в 1932 году забрали, потом отпустили, то есть забирали, отпускали. А в 1937 году уже в Сайгушах, вот 3-е место, его забрали и, как говорится, с расстрелом. От своей веры он не отказался. Несмотря на все, что там с Все ним тяготы, происходили, да. хотя знал, какой конец будет. Вот. А какая информация вам о нем поступала на протяжении всей жизни по крупицам? По крупицам как? Тут воспоминания отца, дяди. Вот. Вот когда отца его забрали, деда вернее, отец мой, он средний был в семье, старшая дочь, он средний, и младший дядя Юра. Отец у меня Анатолий Александрович. Вот. И тетя Лида, тетя. И когда его забрали, мать из соседних, где раньше они жили, служили, вот в Пузе или где, я не знаю в каком, или на Камчатке, председатель сельсовета, другой человек, который, жена была верующая, и она попросила его, чтобы на детей написал справку, что они дети крестьян. Благодаря этой справке они и выжили. Сначала отец уехал в Челябинск, потом всех остальных потянул.
в Челябинске на тракторном заводе. И надо же случиться такому, что один из этих же Сайгуш, фамилию не знаю, не помню, не говорили, узнал, что они дети, узнал их и сообщил тоже в НКВД, в ГПУ или куда, что они дети священника. И ГПУшник, который пришел к ним, был честный человек, сказал: в течение суток уезжайте, или мы за вами придем. Они по-быстрому собрались, уехали в Горький, в Нижний Новгород. Там он поступил работать на завод с Красной Сурмы, на Сурмовский завод. Там он работал, учился, закончил техникум, начал с мастера. Во время войны работал сам директором завода Красный Сурм по строительству. За 2 недели до войны сломал ногу, потому на фронт не взяли, а потом брони. Так он, отец остался в тылу, ковал победу. А дядя Юра, как раз его взяли в армию, попал под Брестскую крепость в первые дни войны. И командир части приказал молодому лейтенанту, дяде Юре, и еще, да, получается, их 7 человек было, и еще 5 солдат. Он, дядя Юра, 6-й водитель. Он на машине вывез здание части. И у нас сформированный полк прошел всю войну с этим знаменем. Вот называется один враги народа, которые ковали победу. Один на фронте, другой в тылу. Да, у меня по отцовской линии тоже прадед раскулачен, тоже получается как враг народа, а он потом пошел на войну и там пропал без вести. Вот это разве враги были, которые свои жизни отдавали за родину? За родину, да, за веру, за родину. Миллионы людей называть врагами народа, а оказывается, раз они так, значит, те были врагами, кто называл невиновных людей, вот миллионы, вот врагами народа. Сельсовет, который написал, вот он враг народа. Вот хотелось бы в лицо его населенникам посмотреть, такие же они. Или как? Ну, так вот просто. Желание. И вот если эту тему развить тоже по крупицам, как у вас, как к вам информация поступала о тех, кто именно непосредственно ответственен за репрессии по отношению к вашему деду? Ну, я это, конечно, все тайна. Тайна, да. Только помню, что это тут записан председатель сельсовета, фамилия Накай, сейчас не могу вспомнить. Вот. А так, вот потом вот согласно этого дела, который в ФСБ, и дядя Юра вот рассказывал, как вот это все их раскулачивали, как они, ну это и отец рассказывал, как он в Челябинске жили, в Нижнем Новгороде. Вот. И вот семья сохранилась, так сказать. Матушка умерла во время войны, вот то в Нижнем Новгороде отец всех забрал под свое крыло, все семейство. И вы мне сегодня давали читать несколько, вот вашу переписку, очень несколько. Да. Вы молодец, прям надо каждому. И я тоже хочу все начать. Это каждый гражданин, конечно, одну из них можем зачитать. Должен этот труд. Да, пожалуйста. Так, сейчас очки я куда-то положу. Я могу быть вашими очками. Да, ну, давайте, вы можете выбрать несколько. Одну из этих. А то я волноваться буду. Выручить. Так, да, какую посоветуете прочитать? Или давайте я кратко, да. А вы мой пакетик, пожалуйста. А? И вот бумажку вот эту. Ага. Так. А вот одна из переписок. Из писем в ФСБ. 24, а ничего, что я их снимаю? Да ничего. 24 марта 95 года вам пишет прокурор республики Сенькин, который как раз был ответственен за 2 книги памяти, которые прокуратура Мордовии, 15 тысяч реабилитировала людей.
Тут сообщается, 95-й год, что указом Президиума Верховного Совета, значит, название, гражданин, вот ваш дед Александр Петрович Тресвятский, 1890 года рождения, осужденный 5 августа 1937 года, под статьям 58 статьи, постановлением тройки НКВД к высшей мере наказания расстрелу, реабилитирован 13 декабря 90 года. А там сейчас место. Да, переворачивайте, когда расстрелян, пожалуйста. давайте. Посмотрим. Да, давайте вы переверните, я сейчас сам найду, чтобы вам глаза не напрягать. Не это же. Так, Управление Федеральной службы безопасности, 98 год. Вам обращается начальник подразделения Юров по материалам архивного уголовного дела. Значит, его обвинили священника, да, вот, который людям грехи отпускал и помогал им с их проблемами и с их переживаниями, а его обвинили в организации контрреволюционной группы, призывы к совершению террористических актов против представителей советской власти и массовому контрреволюционному выступлению. Приведен в исполнение приговор 9 августа 1937 года в Саранске. То есть уже гарантированно в Саранске, нужно сказать, место захоронения. В одном 9, а другой бумага пришла ответ 10. Хорошо. Тут 9 написано, где проживал. Для ознакомления необходимо обратиться в Рузаевке, новое отделение, другое отделение. Переверните, пожалуйста. Ой-ой-ой. Да ладно, не надо, я подниму. Так, тут, значит, у нас для сведения сообщаем, что 5 августа приговорен. К сожалению, место захоронения репрессированных лиц А расстрелян не установлено. Не написано. Выражаем искреннее сочувствие в связи с трагической судьбой. Нет, здесь нет. Вот. А, Вот ну тут же, наверное, еще один Ага. листок, да? Или тут может быть половинка листа или нет? Нет, это Нет, такое. нет, такой. Вот здесь вот последний. Здесь вот список, мы это к нему попозже вернемся, к этому списку. Список. Так, вот этот список мы сейчас попозже вернемся. Обращается ФСБ России, 2009 год, начальник управления по Республике Мордовия Клопов. На ваше заявление сообщаем, что он содержался под стражей с 16 марта по 10 августа 1937. То есть еще раньше, получается, вот этого начала большого террора его арестовали и ждали в Саранской следственной тюрьме, то есть Советская площадь, снесенное здание НКВД. Постановлением сзади этого НКВД, там 2 тюрьмы было, постановлением заседания тройки от 5 августа 1937 приговорен к высшей мере наказания. Расстрелу приговор перейден в исполнение в 24 часа 10 августа. Там 9, здесь 10, в 24 это полночь. Да? Да, как раз В полночь, чтобы горожане не слышали или... не беспокоит. Да. Сведения о месте захоронения репрессированных лиц управление не располагает. И тоже управление по Республике Мордовия, ФСБ, выражает искреннее сочувствие в связи с трагической судьбой вашего деда. Какие-то мы еще документы забыли? Нет, это... Нет. Это мой красненький листочек только. Дайте, пожалуйста. красненький, Так. Вон там, Ну, вот, ну, да, потом мне молодец вы. некоторые И им спасибо, что они отвечали. люди Да. подсказали, что место расстрела находится вот здесь, где Богоявленский собор. В каком году вы примерно вам подсказали? Когда уже произошли здесь поисковые работы? Да, когда После 2004 года. поисковики с Кручинкиным встречался, что здесь произошли именно здесь. Да. Ну, В сентябре 2004 года они здесь у меня начали. я решил увековечить память всех 11 человек, которые прошли по делу. А примерно в каком году вы это сделали? Это я сделал сейчас так. 5 лет назад. Угу. 2014, да? Да, 2000. Так, 14, так, сейчас 5. 2014, так, да, сейчас подождите, даже это нет. В 2012, наверное, в 2012 году. А вы не могли бы вот сюда встать? Вот здесь вот была памятная плита установленная Да. кем-то.
на этой территории. Свечи памяти вот недавно поисковики Да. возложили. Скорее всего, это Да. положили. И вот я решил поставить крест с табличками всех, кто прошли Две по белых делу. таблички. Да, 4 священника, здесь вот 5 крестьян и 2 учительницы. А эту же табличку кто-то еще прибил тоже. Солнце здесь тоже, видать, И вы рады, да, что вам помогли? Конечно, да. обогатить Это информацию. Еще человек нашелся, у кого тут расстрелян человек. Или они родные братья, или однофамильцы, Солнцев. Да, Здесь Солнцев и Солнцев. отчество я это самое. Не нашли информацию. Да. Как раз у вас список на листочке, на основании его вы и делали, да? этот? Да, на листочек, да. Как вы собирали информацию? Ну, о в деле этих людях? были эти люди. Я Мгм. просто, когда дело смотрел, не разрешалось. Попросил только, кто по делу. Фамилии. И вот, что, как говорится, вот записали. Только именно по делу. А остальную информацию нельзя, как говорится. Да. К сожалению, пока это еще секретность, хотя мы секретность, считаем, да. пора бы. Но если через несколько лет кто-то из родных этих перечисленных людей увидит это видео, вы бы им что могли сказать? Хотел бы, чтобы приехали, как говорится, на место расстрела своих родственников, помолились, панихиду могли заказать с батюшкой или как, ну, на место, увековечить память своих родных и близких. Вот. И желательно, чтобы это место больше внимания уделило и правительство республики, чтобы установили во многих городах обелиски со всеми выбитыми людьми, которые здесь погибли. И здесь пока что единственное, что я сделал, других фамилий и крестов или каких-то обелисков здесь нету. Вот. Там вот еще одному крест, правда, есть. Вот, стоит. Так что, я думаю, забота жителей республики и правительства увековечить память репрессированных, невиновных жертв, достойных людей, которые не боялись, знают, что идут на смерть, и остаться верной своему долгу, своим идеям, несмотря ни на что. Я очень рад, что дед, мужественный человек, не признал этих глупых обвинений и достойно ушел в мир иной. А почему он решил стать священником? И вообще у него такой сильный характер сформировался? Я знаю, что он прошел Первую мировую войну. Видать, там хорошо ему досталось. Привезли его, как отец рассказывал, в санях, тяжело раненого, больного. Ну, видать, сильно молился Богу. И выздоровев, стал работать священником. И решил посвятить это себя на всю жизнь этому служению. Вот основная, так скажем, автомобиля. Пойдемте еще сходим к еще двум местам захоронения. Вот наша инициативная группа обращает к региональной и городской властям Республики Мордовия несколько пожеланий, которые реализованы в десятках регионов нашей страны. И нам кажется, пора и нам постепенно начинать тоже это все осуществлять в реальность, потому что, мне кажется, на всех уровнях власти, в индивидуальном плане, я думаю, все за, вот слушая их интервью, читая, чувствуя их как бы как личности, мне кажется, они поддерживают. Просто вопрос с организационным времени, куча разных дел, и коммунальных, и социальных, и экономический, нужно рост обеспечивать, и промышленное развитие, и так далее, и финансовое тоже. Население, кстати, вот из-за этих репрессий у нас население
только 250 тысяч прямой урон, а еще если с учетом демографического роста нерожденных, то есть вот Владимир Кузьмич Абрамов математически посчитал 500 000. И у нас сейчас население меньше в Мордовии, чем жило в 30-х годах. Вот. И до сих пор вот с количеством населения и с финансами тяжело. Естественно, современники просят решать насущные проблемы, поэтому власть должна идти им навстречу. И мы формируем ту часть населения, которая говорит, давайте постепенно выделять деньги и на вот такие мемориальные, гражданские, нравственные проекты. Да, здесь может быть и, как говорится, деловых людей, спонсоров, помощь надо какую-то могут выделить. Вот это вот движение надо организовать. Я Да, думаю, это оно больше, чем правительство. только добровольно, выделит потому что денег. мы Только добровольно, раскулачивать не имеем права. Это Нет, вопрос в том, что Да, клич дать. ключ, да. Клич. У многих же тоже есть, наверное, репрессированные. И вот наши пожелания такие. Вот, допустим, первое. Сейчас мы попозже к этому вернемся. Чтобы ежегодно проводилось организованное государственным республиканским министерством поминальное мероприятие, посвященное памяти жертв репрессий. И вот мое пожелание тоже, я не настаиваю, чтобы глава республики выступал с словами соболезнования семьям репрессированных. Тоже, мне кажется, это его с благородной точки зрения высоко оценит и заложит благородную традицию, и в целом сплотит наше общество, что мы помним трагедии всех периодов истории, и этим мы вместе. Это хорошее было начало. Потом есть в России уже более 1000 поминальных досок, мемориальных табличек на стенах последнего места жительства расстрелянных. У нас, конечно, домов почти не осталось старых, но если еще есть дома, на которых гарантированно жили люди, которых забирали и потом расстреливали, то, может быть, нам тоже в Мордовии начать эту традицию и на некоторых домах повесить такие таблички. Вы бы приветствовали это? Конечно, конечно. Почему бы это было бы память? Вот вы про обелиск говорили. Это мы вот по поводу... Во-первых, тоже, по сути, поддержали, что тоже во многих регионах страны есть мемориальные комплексы на месте массового захоронения. И это тоже очень важный объект, важный для общественного самосознания. Вот чтобы здесь тоже было оформлено более. Пусть не такой дорогой, но чтобы все фамилии были указаны, чтобы люди знали, шли, находили своих родных и близких. И чтобы это было отчетливо, даже когда снегом засыпают, чтобы лыжники не проходили по могилам, или те, кто шашлыки, они не знают, что здесь, что вот здесь, как здесь понять, что здесь такая боль находится. Мне кажется, даже это место не охраняется. Вот я в интернете вижу, оно даже, мне кажется, не охраняется как объект. То есть, если, допустим, какой-нибудь будет расширяться город, и новостройку здесь хотят построить, возьмут, это нужно обязательно пресечь уже сейчас на этом уровне. Да, здесь... Пруд может протечь, затопить может территорию. Это надо пока не поздно, потому что потом уже будет такая трагедия. Как-то отвести под, как сказать, под мемориальный комплекс жертвам репрессий. То есть именно земельный участок, вот эта вот мысль хорошая, что надо выделить именно, чтобы это было закреплено. Кроме того, вы работали в архивах, и уже вы молодец, это единицы только обращаются, хотя десятки миллионов людей пострадали в репрессиях. Многие. Знаю одного священника тоже, сын остался, но прятался по подвалам, и все, перенес большой он. Ему сказал, но он боится обращаться пока. То есть слишком рано тяжелый. Потому обращайтесь, не бойтесь, времена сменились. Никто никого за это. А если кто-то что-то и захочет что-то вам сделать нехорошее, вы должны достойно ответить и остаться достойным своих дедов, которые показали примеры величия, другим. Смелости и стойкости, вот такого нравственного стабильности. Высокой нравственности, да. Вот мы считаем, что нужно начать уже открывать все архивы, связанные с тем периодом, потому что прошли любые сроки годности, никаких тайн секретных. Это нельзя считать секретами, вот эти преступления власти против невиновных людей. Уже годов-то много прошло, да. И открывать полностью все оцифровывать их. И кто предал, и кто, как говорится,
И кто там прошел эти времена, это же... А еще есть такой вопрос, что они, некоторые говорят, что мы не имеем права рассекречивать, потому что родные репрессированных, они, может быть, не захотят, чтобы другие знали, историки, допустим, знали правду об их родных. Вот вы лично, вам было бы неприятно, если бы историк где-нибудь в Нарьян-Маре или на Камчатке читал вот уголовное дело вашего репрессированного деда? Ну, я считаю, если рассекретить, может каждый прочитать это дело, потому что дед, да, могут быть там, если кто-то репрессирован, у меня дед достойный. Выдержал, ни вины не признал, я горжусь своим дедом. А может кто-то не гордится, я не знаю. То есть здесь в каждой ситуации по-разному, по идее. Ну, я думаю... Да, ведь большинство людей, конечно, вот есть единицы герои, а мы вот большинство людей-то, мы Да. не герои, мы обычные и Вопрос в другом. не смелые люди. Репрессированных должны быть на обелиске висеть. А уж захочет родственник или близкий, который посмотреть дело, это уже мораль человеческая его. А Понимаете? опубликовывать вот архивы, касающиеся дел, потому что они же все из людей состоят. Архивы можно, вот именно, дело номер такой-то. Репрессировано там столько по человеку дело. А само дело там, кто написал чего, кто как ответил, вот это вот сам, это суть, наверное, я не знаю. Скорее всего, не знаю. Дело моего деда, пожалуйста, пусть вся страна смотрит. Потом еще многие миллионы людей не реабилитированы и по национальным депортациям, и по трудовым статьям, где за мельчайшую провинность давали годы, чтобы продолжался процесс реабилитации и всех до одного реабилитировали. Важно ли это? Вот работу прокуратуры, в том числе финансировать, а то там отделы, по-моему, закрылись уже в начале 2000-х, и реабилитация, по сути, остановилась массово. Ну, Поддерживаете это? я думаю, надо все дела просматривать, специальный отдел, кто действительно, как говорится, есть уголовник, который, если простой человек, который невиновен, там какой-то или зернышко подобрал с голода, какой же он вор или кто-то, если с голода умирал, или после уборки урожая собрал с поля. Или опоздал на 10 минут? Или на 10 минут опоздал, да, на работу или еще куда-то. Или ошибка в работе, у всех бывает брак, а он сразу, ты, значит, портишь социалистическую человеческий фактор. А да. это как, да, вот, это я согласен, да, вот такие дела надо, может. Кроме того, как вы относитесь к тому, чтобы рассекретить все места массового захоронения? Потому что, получается, нашли здесь, в Чуфареве, вот недавно отец Николай Новотрясов, спасибо ему большое, еще в одном районе нашел место захоронения репрессированных, чтобы, а их наверняка больше 10 в Мордовии, сколько было тюрем у нас, и в каждом было... Почти в каждом районе, наверное, где-то что-то. Вот вы за то, чтобы открыть все эти карты? Конечно. Я тоже сначала думал, раз в Сайгуше, там Чамнинский район, рядом Курилово, я думал сначала в Чуфарово, то есть я думал в Чуфарове там где-то захоронен и расстрелян. Потому я и потом еще раз и написал, для того, чтобы конкретно. Осторожно сами. Да, проходите. Это еще одно место расстрельное. Яма, вот видите, огромная. Да, здесь много лежит. И вот еще памятники есть в десятках регионов страны, в центрах столиц, памяти жертв политических репрессий. У нас, к сожалению, пока нет, тоже вот по предыдущим причинам. Вы бы приветствовали, если бы в центре Саранска? Я в первую очередь приветствую обелиск именно на месте расстрела. А в центре это, его можно поставить, так скажем. Но самое дороже это будет на месте репрессий. Там памятник можно репрессии установить. Ну, там обелиски можно, там списки, это слишком длинная и большая будет, там никто не будет ставить. Вот, например, есть предложение, там есть памятник героям Первой мировой войны, погибшим в Великую Отечественную войну, и тем, кто из плена сбежал героически, и погибшим воинам-интернационалистам в Афганистане. А на перекрестке, где вот собор Ушакова, там на перекрестке стоял гостиница «Центральная», в которой, кстати, вот Гридин
рассказывал один из членов нашей инициативной группы, после расстрелов они ехали в эту гостиницу «Центральная», и отец у Гридина слышал, что они там хвастались, что вот мы сейчас расстреливали. Давай нам водки там, и выпивали, отмечали свой героический патриотический поступок. И вот на этом месте, гостиница «Центральная», стояла Владимирская церковь до 20-х годов, она стояла 100 лет. Ее построили в 1817-м в честь погибших в войне с Наполеоном. То есть вот этот квадрат как раз посвященный мемориальной вот такой странице нашей истории. И если бы вот сзади памятника героям войны как раз есть небольшое пространство для еще одного... Ну, памятник я говорю, можно вы- уставить, но обелиск там слишком большую территорию надо, много Списки, людей. конечно, вот на местах На захоронения. местах, да. И список столицах. просто, да. Такой, Типа, да. Это, да, Какой-то очень важно. мемориальный, да. потому что они основывали нашу республику. Благодаря ним здесь построили всю инфраструктуру Мордовии, больницы, школы, вузы, промышленные предприятия, главпочтамт и все учреждения. А так бы у нас был обычный маленький городок Пензенской губернии. А те, кто создавали, и те, кто, и в том числе священнослужители, те, кто помогали духовно этому, они вот здесь лежат, и мы их забыли. Вот не вы, а мы. Вот, и действительно, эти списки, они очень важны, чтобы все были упомянуты. Вот сейчас у меня мысль пришла. Да. То есть вот памятник установить там и именно места захоронений указать репрессированных в такого-то года, в таких-то, вот где места, чтобы люди, кто уже пожелает, правильно. Правильно. вот мысль. Потому что я говорю список, памятник Указатель. и список. Поподробнее Вот хотите понять, да, вот там находится. Типа карты, где вот там, тот. То есть репрессирован такого-то года, репрессирован такого. То есть, или... Потом у нас один из членов нашей инициативной группы, Виктор Борисович Махаев, предложил идею, тоже мне кажется, не знаю, как вы отнесетесь, вот в европейских городах на местах исторически вот таких нагруженных и бывают металлические таблички, вмонтированные в дорожное покрытие, и вот там, где находился НКВД на Советской площади, где производились по воспоминаниям вот, арестованных сибиряк, в частности, Иларион описывал, где что в месте соединения вот НКВД с соседней прокуратуры на Советской площади был подвал. Он рассказал про того, кто его создал, этот подвал, как его потом избили и похоронили на Химаше, на Пособском кладбище. Там было место расстрелов, там он все обил, чтобы была шумовая изоляция. И там именно расстреливали, и заключенные в саранской тюрьме не ложились спать, пока не заканчивались эти выстрелы, потому что, значит, их из камеры в эту ночь не вызовут. А вот у вас где-то как раз 24 часа ночи. Да. То есть зафиксирован, видимо, документ. Даже время. И вот если металлическую табличку на Советской площади, Там что здесь даже находилось учреждение. В деле есть расписка, кто расстреливал. Что вот именно Тресвятский Александр Петрович расстрелян 10 августа 24:00. И подпись. То есть фамилии не ставилась. То есть по подписи у них они могут сличить, кто расстрелял. Фамилию вы из подписи... Нет, Нет. в самой фамилию, кто расстреливал, нет. Его только подпись, что он, как говорится, расстрелял. Да, но мы знаем, вот те, кто расстреливали, часть из них была репрессирована, тоже, отправлена в лагеря. 4 человека было расстреляно, а несколько выживших, тех, кто расстреливали, они потом уже в 60-х вспоминали, им было стыдно. И они кто-то и психически больными были, спивались и рассказывали, ходили на это место, рассказывали, что здесь нужен крест. Кто-то приводил знакомых, что вот именно... То есть они как бы сами себя расстреляли, свою психику. Сами себя сгубили. Сгубили. А вот все-таки с металлическую пластину, как вы к этому отнеслись бы? Или это... Нет, металлическую пластину идешь, и фамилии написаны. Нет, об учреждении. Что здесь вот такое учреждение было, которое занималось. Ну почему? Конечно, можно такой, да. Учреждение. Нет, это власти не позволит, конечно, что такой, то. Это уже... Это другой вопрос. Излишне, да, Власть, я думаю, это следствие общества. Если общество захочет, власть всегда хочет нравиться обществу, Да. и она пойдет навстречу, если в обществе будет сильная часть. Потом нас... Хотели что-то добавить? Нет, Виктор Александрович Маргулис недавно ушел из жизни, один из самых известных ученых Мордовии, в том числе среди физиков, один из, в области теоретической физики, один из известнейших в мире, статьи публиковал. И он тоже вошел в нашу инициативную группу в прошлом году, давал интервью, и он рассказывал, что по поводу нашего пожелания, что нужно организовать музей
которые есть тоже в десятках регионов нашей страны, в столицах даже по несколько таких музеев памяти жертв политических репрессий, он считал, что нужно начать с того, что организовать постоянно действующие выставки в нескольких республиканских музеях. Вот вы как относитесь к тому, что вообще музей? Ну а почему? Это хорошо, да. У нас хранилась, например, фотографии, где все они, матушка, отец, дед, отец, и его брат, сестра, все сфотографированы. Дмитрий Анатольевич Тресвятский, спасибо вам большое за интервью. Пожалуйста.